Но время зло для памяти моей, чем больше дней. Есть такая профессия – дарить людям радость. Именно работники культуры своим творчеством и талантом создают праздник для других. Танцы, миниатюра, песни. Сегодня все это для виновников торжества, заслуженных работников театра и культуры. Поздравить своих ингушских коллег приехал известный актер Антон Макарский в республике только второй день, но актер уже успел оценить и проникнуться культурным богатством Ингушетии. Спасибо огромное тем, кто меня пригласил на этот праздник. И я очень хочу сюда вернуться. Хочу привести свою семью и рассказать как можно большему количеству людей о том, что современные технологии, о том, что современный мир – это не значит уничтожение древних прекрасных традиций. Вот то, что есть у вас, этому надо учиться у всех остальных. Спасибо вам за это. Ну, во всяком случае, я точно буду этому учиться. Слова признательности за нелегкую работу в класс сохранения культурных традиций выразил и глава региона. Я хочу всех вас поздравить. Хочется в первую очередь поздравить тех, кто стоял у истоков. Кто стоял патриархи нашей этого искусства и культуры, театрального, других видов искусства. Люди, которые здесь в зале присутствуют. Люди, которые своим голосом, песнями, стихами, различными ролями. Когда меня приглашали на новый спектакль «Из страны веков», я так думал, давайте зайдем сейчас, посидим 20 минут, времени нет, поедем. Мне кажется, там в Верховном суде были, когда приезжали туда. И все, до конца просидели. Не смогли уйти. Потому что только наглядно, когда показывается кино, и театральные постановки, и спектакли, наглядная агитация дает больше успеха. Когда наглядно люди видят, родиться, обучить культуру. Надо это все приумножать, надо это все давать. Сегодня мы можем сказать, что мы достигли довольно серьезных успехов в инфраструктуре по линии культуры. Что говорить, если в каждом селе к концу 2020 года будет дом культуры? Я не говорю про большие постановки. Это 6 у нас таких проектов, объектов, которые начинаются, 2 из которых начинаются строительство со следующего года. А так до 2022 года у нас и Центральный дом культуры, и Национальная библиотека, и колледж искусств, который я говорил, и Русский драмтеатр, и так далее, и так далее. И таких проектов много. Мы должны создавать, мы должны держать во всех направлениях, понимая, что нам всего лишь 26 лет. И нам очень сложно догонять те регионы, у которых в этом направлении опыт уже на сегодняшний день уже 100-летний, да, если брать там по объектам, если советского образца еще брать. Понимая, что мы очень много потеряли в годы депортации, то много у нас мы не нашли еще, мы ищем. Понимаю, что некоторые вещи надо с нуля создавать, вспоминать. Отличившимся работникам культуры вручают премии за достижения в культуре и архивном деле. Среди тех, кто получает награду за кропотливый и благородный труд, Макка Мужахоева. Почти 30 лет она радеет за сохранение традиций и приумножение культурного наследия народа. Конечно, приятно, когда твою работу замечают, ценят. Не только с теми, которые ты работаешь, отмечают это, но и в общем в республике и руководители, и правительство, Министерство культуры. Это подстегивает остальных тоже. Но это стимулирование в любом случае. Это приятно, когда твой труд бывает замечен. Международный день культуры, который отметили накануне, объединяет людей творческих профессий, сотрудников музея, библиотекарей, театра, домов культуры и многих других, которые не представляют себя в другой стезе. Я ее выбрала сама. Мне она очень нравится. Так сказать, в своей работе я нашла себя. Я поняла, что это мое, что культура, так сказать, это моя жизнь. Я буду продолжать идти в том же направлении. Творческие люди способны выходить далеко за рамки своего ремесла, оставаясь при этом настоящими профессионалами своего дела. Осознавая свое высокое предназначение, работники культуры вносят бесценный вклад в эстетическое и духовное, нравственное и патриотическое воспитание. Лариса Дударова, Асхаб Белакеев, Новости 24.